Серьезно говорю, нормально все. На здоровье кондуктор не жаловался, порезан был только палец. Даже заявление в полицию экипаж автобуса писать не хотел. Рассказывают, смена почти закончилась, уже было собирались в гараж, когда увидели, что вышедший на этой остановке мужчина упал. Кондуктор вышел спросить, нужна ли помощь. Водитель поехал развернуться. В это время и произошел конфликт. С кондуктором подняли его, спросили, скоро надо, ничего, все нормально. Потом я в машину обратно пришел. С кондуктором он начал ругаться. Обратно еду, у него в руках нож есть. Об увиденном сообщил начальству. Те подтвердили, желание мужчины вызвать полицию совершенно правильное. Но против были пассажиры. Несколько человек еще были в салоне автобуса. У меня еще на салоне пассажиры был. Полно, да. Вот они сказали, я хотел сразу звать. Пассажиры мне сказали, внимание не обращай. Ты видишь, он же пьян. Зачем ты его слушаешь? Давай, езжай, дверь закрой, мы же свидетели. Один пассажирка свой номер даже дал кондуктору. Я свидетель. Вы не виноваты. Он сам вышел, упал. Потасовка на остановке была недолгой. Мужчина был сильно пьян, еле стоял на ногах. Но, посидев некоторое время на скамейке, ушел в неизвестном направлении. Кондуктору ножом он порезал палец. Претензий к нему молодой человек не высказывал. Но полицейские все равно по приметам стали искать в округе похожих на него людей лет 65, в красной куртке и сильно пьяных. Айгуль Бадрудинова, Наиль Абдулин, вызов 112.